все равно юрчем хажана школада мантах Щедроковская иштирагашидзе. Олар откаса пиджлар, но если я правильно поняла, хоть я и не владею хакасским языком, речь шла о том, почему нет урочной деятельности, да? Вот в первой школе, в частности. Я не буду сейчас говорить о том, насколько важно сегодня этнокультурное образование в условиях обострившихся отношений национальных сегодня в России. Конечно, мы должны отдавать себе отчет, что наши дети должны иметь представление о культуре, о традициях, об обычаях других народов. И я как руководитель начну, видимо, с этого, с достаточно приличным уже стажем работы, общий стаж моей работы в образовании будет вот весной 40 лет, а как директора школы около 20 лет, 22-й школы города Абакана. И как руководитель, не являясь представителем хакасской национальности, я горжусь тем, что 25 лет, у нас нынче юбилей, четверть века, мы занимаемся проблемами преподавания хакасского языка в нашей школе. Не я начинала эту работу. Директор предыдущий, Лепешенко Галина Петровна, в 1991 году открыла первые классы с изучением хакасского языка. Но я продолжила эту работу. 90-е годы были очень сложными для сохранения данных классов, так как они были у нас еще небольшие по численности, по наполняемости были гораздо меньше, чем другие классы без изучения. Вообще 90-е годы, конечно, были проблемными во многих отношениях. Но, тем не менее, мы сохранили этот момент в деятельности нашей школы. И сегодня я уже как руководитель могу подводить определенные итоги, результаты. И еще раз говорю, я с гордостью говорю о том, что мы занимаемся этой проблемой так много лет. Сегодня у нас в школе, вообще тема моего выступления, муниципальный центр поликультурного образования, новая модель поликультурного образования школьников города Абакана. Но прежде чем рассказать о деятельности самого центра, я вот буквально несколько моментов хотела бы осветить в целом деятельности нашей школы в данном направлении, в изучении хакасского языка. Сегодня у нас в школе 12 классов комплектов, в которых полновесно на уровне уроков в расписании учебном изучается хакасский язык. Ну, хакасский язык по учебникам мы сейчас уже начали работать для владеющих, а вообще-то, конечно, мы закладываем в основном основы знаний хакасского языка и используем методику преподавания иностранного языка, то есть для детей, которые в основном начинают познавать язык, причем не владеющих, да. Причем это не обязательно дети хакасской национальности, у нас есть в этих классах и представители других национальностей, и азербайджанцы есть, и русские, и таджики, родители которых на первом уровне обучения в начальной школе изъявляют желание, чтобы их ребенок изучал хакасский язык. Я сама, как человек, глубоко убеждена, жить на территории Хакасии и не уделять внимания изучению языка, это, наверное, просто, преступление, скажем так. И надо, если у тебя есть такая возможность, значит, надо эти возможности реализовывать. Вот что мы и делаем в нашей школе. Сегодня у нас почти 400 детей, буквально 387, 388, вот так, около 400. Дети хакасской национальности в школе. Из 1000 обучающихся в нашей школе. У нас 37 классов комплектов, и из них 12 классов с изучением хакасского языка. 2 первых из 5 существующих, 2 вторых из 5 существующих в школе, 2 третьих из 5 существующих, 2 четвертых из 4 четвертых, 1 пятый из 3, 1 шестой из 4, 1 седьмой из 3, 1 восьмой из 3, 1 девятый из 3. 10 и 11 классы у нас по одному всего, поэтому 1 10, 1 11, было время мы выпускали и по 6, и по 5 11 классов, и 5 уже выпусков мы сделали 11 классов с изучением хакасского языка и литературы. Но сейчас, к сожалению, в рамках ЕГЭ дети наши после 9 класса, большое количество ребятишек покидает школу. И у нас нет возможности сохранить 10 класс и, соответственно, 11, потому что и так у нас их всего по одному на сегодняшний день.
Но то, что вот и в среднем звене, извините, в основном звене и в начальной школе, особенно в начальной школе, я могу уже с полной уверенностью сказать, что наша школа заняла свою нишу в образовании города Абакана. То есть за эти годы наша услуга по преподаванию хакасского языка стала признанной в городе. К нам приводят детей из всех районов города, независимо от места проживания. У нас сегодня 7 учителей хакасского языка. Это 4 учителя в начальной школе: Тюрункина Галина Яковлевна, Карачакова Инна Николаевна, Домогашева Светлана Алексеевна, Мистрякова Людмила Михайловна. Очень опытные учителя, все, кого я назвала: Тюрпиекова Елена Яковлевна, Бахтараева Марина Алексеевна. И пришел к нам недавно молодой педагог Казагашев Станислав Анатольевич. В этом году выпускник тоже КГУ, мужчина молодой, перспективный, творческий. Очень надеемся, что в школе он у нас задержится и будет работать еще долгие годы. То есть у нас деление класса происходит на изучение хакасского языка при наличии 20 человек в классе. Если на другие предметы необходимо наличие 25 обучающихся, то есть на иностранный язык, на информатику, на труды, то на хакасский язык есть постановление правительства Республики Хакасия. При наличии 20 человек в классе мы уже имеем право делить на 2 группы. Но сейчас у нас классы эти такие же многочисленные, как и все остальные, без изучения языка. То есть у нас сегодня практически и по 30 есть, и по 28, по 27, по 29 человек классы. Вот такая сегодня у нас тенденция сложилась. Недавно в газете «Абакан» была большая статья о нашей школе. Я давала интервью представителю данной газеты. И вот моменты наши, основные нашей деятельности были освещены в плане юбилейного нашего года. Четверть века мы работаем по этому направлению. 25 лет. Это вот как предисловие к нашему Центру поликультурного образования. И, конечно, главное, чем мы сегодня еще гордимся, и я как руководитель в первую очередь, наши дети, независимо от разреза глаз и цвета волос, воспринимают друг друга адекватно. И дружелюбно живут, учатся в одной школе таким вот большим составом. 1000 обучающихся, и 400 из них дети хакасской национальности. Есть представители и других национальностей, и много можно перечислять. Мы действительно многонациональный коллектив, и педагогический, и детский, и родительский, естественно. И вот плавненько перехожу к тому, что мы в 2012 году получили статус городского или муниципального центра поликультурного образования. А до этого, с 2005 по 2010 год, мы занимались в рамках модели, работали многоязычие и поликультурность с 2005 по 2010 год. И за этот период, в 2008 году, мы победили в рамках национального проекта образования, тогда была такая вот акция, проходила, были награждены миллионом. Хорошо этот миллион нам помог укрепить материально-техническую базу школы. Мы открыли 2-й кабинет информатики, хорошо оснастили наш актовый зал аппаратурой, кабинеты истории, открыли 2-й кабинет хакасского языка. У нас на сегодня 2 кабинета хакасского языка в школе представлены. И вот на фоне кадрового еще обеспечения, я сказала о наших учителях хакасского языка, все это, конечно, способствует успешной реализации вот данного направления по изучению хакасского языка. А муниципальный центр поликультурного образования, вот 4 года, как мы этот статус получили, стал логическим продолжением успешной реализации программы развития создания поликультурной среды как основы для развития личности ребенка в условиях общеобразовательной школы. Основной целью деятельности нашего центра, как средство соорганизации всех типов образовательных институтов, работающих по проблеме поликультурного образования, является создание в городе развивающей образовательной среды, способствующей развитию обучающихся в условиях формирования поликультурной компетентности. Направлениями деятельности нашего Центра поликультурного образования являются первая – работа с обучающимися, то есть мы, по сути, координируем и организуем всю работу в городе по поликультурному образованию. У нас сложились такие достаточно уже хорошие традиции. Об этом вы сказали, вот конкурсы на ТЕЛИ традиционно проходит на базе нашей школы.
В апреле месяце, опять же, у нас в школе второй год мы проводили, как бы мы не взяли эстафетную палочку от Национальной гимназии республиканской имени Катанова, мы проводили республиканский конкурс, финал республиканского конкурса учителей хакасского языка, тоже в нашей школе проходит. Затем у нас городской фестиваль проводится, наша школьная страна в декабре месяце, ежегодно, мы уже 4 года проводим, и участвует практически весь город в данных вот наших мероприятиях. Ну, конечно, инициаторами и организаторами являемся мы, хозяева нашей школы, наши ребятишки и наши учителя. Мы проводим вот массовые городские мероприятия, способствующие воспитанию бережного отношения к культуре и традициям родной земли, активизация деятельности школьных научных обществ учащихся, реализация программы «Одаренные дети», участие в работе муниципального центра развития одаренных детей на базе гимназии мы принимаем, участие в олимпиадах по хакасскому языку, представление работ на городских научно-практических конференциях школьников, юность науки 7-11 классы, юные исследователи Абакана 5-6 классы, ГНОМ 1-4 классы, в секциях хакасский язык, хакасская литература, краеведение и другие. Второе направление деятельности центра – это работа с педагогами. Создание информационного банка методических материалов по данному виду деятельности, проведение семинаров, мастер-классов, конференций по проблемам изучения хакасского языка, культуры, истории Хакасии. Третье направление – работа с социальными партнерами, привлечение родительской общественности к проведению мероприятий муниципального центра поликультурного образования, сотрудничество с образовательными учреждениями города и республики, ХГУ имени Катанова, общественными организациями Совет старейшин, Лига хакасских женщин Алтынай и другими. Четвертое направление – взаимодействие со СМИ. Участие в телевизионных образовательных программах ИРТА-Абакан, публикации в печатных изданиях, освещение мероприятий муниципального центра поликультурного образования на телеканалах и радио, создание сайта муниципального центра поликультурного образования. Отдельного сайта у нас как такового нет. В рамках нашего школьного сайта есть страничка Центра поликультурного образования. И там постоянно мы информацию обновляем, поэтому можете зайти посмотреть, чем живет наш центр. Структура муниципального центра поликультурного образования включает в себя совет по управлению, кафедры по изучению хакасского языка, по страноведению, по изучению основ православной культуры и кафедру межкультурной коммуникации. В состав совета по управлению и вышеназванных кафедр входят учителя, методисты, директора, заместители директоров общеобразовательных учреждений, что обеспечивает интеграцию всех социальных институтов городского общества. И я хотела бы еще буквально, у меня тут, правда, побольше информации, но я скажу только в паре слов, потому что данное вот выступление мы готовили вообще вместе с директором Центра детского творчества Ларисой Григорьевной Маруденко. Мы работаем в тесном сотрудничестве, наш Центр поликультурного образования и городской центр творчества нашего. Ну, я сейчас много не стану говорить. У них, конечно, возможности тоже очень большие для реализации этнокультурного компонента. У них есть там и прикладного творчества направлений, и хореографический коллектив, и вокальная студия. Все это хорошо нам помогает в реализации тех проблем, мероприятий, которые мы проводим на уровне города. Работаем в тесном сотрудничестве. Ну вот, чтобы сильно не занимать ваше время и внимание, наверное, все. Если есть вопросы, пожалуйста, задайте. Я настолько проникнута этой проблемой, что смею надеяться, отвечу на любой вопрос, который вы мне задаете. Пожалуйста. А как вы проводите национальные праздники в рамках вашего муниципального центра? Мы все, какие существуют по календарю у нас национальные праздники, проводим обязательно либо на уровне классных коллективов, либо на уровне параллель объединяем или участвуем в тех праздниках, которые проводят у нас вот ЦДТ, они нас приглашают в качестве участников, они бывают организаторами, инициаторами, а мы участвуем, либо мы выступаем в качестве организаторов. И очень активно мы участвуем в праздниках, которые проводит Национальная гимназия имени Катанова. То есть по календарю национальному у нас все празднуется. Там всего 3 праздника по календарю. Но то, что я их, может быть, сейчас не назову, вы уж меня простите. Может быть... А возможно провести презентацию национального календаря для ваших педагогов? С удовольствием, Российского пожалуйста. фонда культуры. Пожалуйста. Вот наш календарь, мы можем пройти, провести презентацию. Хорошо, давайте, сколько он стоит, я куплю, мы в коллектив его приобретем, но и вы можете подойти. Презентацию сделаем и объясним.
Пожалуйста. Вы только нас заранее предупредите. У нас, так, сейчас скажу, мы провели в этот понедельник совещание. То есть давайте созвонимся, обменяемся контактными телефонами и договоримся, когда у нас будет совещание коллектива, вы подойдете и выступите с презентацией. Я думаю, наши учителя с удовольствием ее воспримут. Хорошо. А календарь я сейчас у вас куплю. Можно я Пожалуйста. еще уточнить, Любовна? Знаете, вот на самом деле я хочу сказать, что у вас центр, он вырос не на пустом месте, безусловно, а опыт работы, конечно, уже дают знать, как-то нужно было вам все равно приводить это к единому знаменателю. Ну, я так полагаю, что концепция этнокультурного образования детей у вас, она сложилась естественным образом на протяжении как 25 лет, да? У меня вот такой вот вопрос. Вы упомянули о том, что используете технологии обучения иностранному языку, поскольку профессиональный интерес, сами понимаете. Да, мы с вами учим иностранный язык. Да, и поэтому скажите, пожалуйста, вы вот эту технологию используете для слабовладеющих Не владеешь. и не владеющих, да? Я правильно поняла? Да, правильно. А вот для владеющих хакасским языком, устной речью я имею в виду, наверняка вы, как-то педагоги, используют уже традиционные Да, технологии, методики, да? Наша кафедра, да, И скажите, пожалуйста, вот каким-то образом где-то вот эту технологию обучения вы обобщили письменно, чтобы можно было не просто на уровне праздника вот это презентовать, да, я потому что слежу вот за деятельностью и вашей школы, и других, ну, по долгу, так сказать, своей профессиональной деятельности, да, и вот где-то вы обобщили, ну, я имею в виду, описали, или как-то так, только на уровне городской метод кабинета, наверное, или как, в каком месте? Вот, к сожалению, громко заявила, что отвечу на любой вопрос. Но, вы знаете, вот сегодня мы в конференции принимаем участие от нашей школы 5 учителей вместе со мной. Инна Николаевна Карачакова, Бахтараева Марина Алексеевна на секции ЮНЕСКО, она аккредитована в школу, там у нас сегодня присутствует Галина Яковлевна Тюрункина и Тюкпекова, Елена Яковлевна, и я вот 5-я. Я полагаю, что надо смотреть, наши учителя очень активно свой опыт презентуют и представляют, особенно активны в этом направлении у нас Елена Яковлевна Тюкпекова, Карачакова Инна Николаевна, относительно молодая, очень творческая и уже опытная наша учительница. И Бахтараева Марина Алексеевна, она пришла к нам из национальной гимназии несколько лет назад и тоже очень так себя активно зарекомендовала. Да, еще хочу сказать, что в рамках нашего центра работает 3 студии. Студия выходного дня по изучению хакасского языка ведет нас Бахтараева Марина Алексеевна. По субботам она ведет эту студию. Затем у нас театральная студия ведется. Галина Яковлевна Тюрункина представляла тоже свой опыт. У нас вот прошел недавно отчет «Радуга талантов» нашего Центра поликультурного образования. На прошлой неделе мы буквально этот отчет проводили в школе. Что хочу сказать, вы знаете, вот ребятишки, полный зал был наших детей, и они ведь, вот тот чуткий барометр по их поведению, можно сразу понять, интересно им то, что происходит, да, или нет. И когда в зале тишина, и когда не надо делать замечания, когда зал рассчитан, у нас зал очень большой, на 300 человек. И когда вот это показатель того, что детям нравится, что они сопереживают, и им интересно то, что представляют им наши кружки, секции. Вот то, что мы показали, это был вот творческий отчет за год. Ну вот и Галина Яковлевна показывала, например, свою театральную секцию, сценку «Репка», литературная студия «Солнышко», Инна Николаевна Карачакова у нас ведет. Я отошла немножко от этой темы, я могу долго про это говорить, меня только если на эту волну переключить, то я буду говорить долго. Но нужно просто конкретно посмотреть. Я думаю, что у Елены Яковлевны этот опыт должен быть представлен, потому что она работает у нас в основном в среднем звене. И Марина Алексеевна тоже в основном в среднем звене. Я имею в виду вот обобщение опыта в виде какого-то отдельного издания. Со всеми технологиями, с фотографиями, со всеми. Да, вот обобщение. Есть разные варианты, да, обобщение педагогического опыта в виде описанной книги,
практическими рекомендациями, либо это рекомендации. Я знаю, что вы делаете очень много. Спасибо, конечно, вам как руководителю, что вот это очаг этнокультурного образования, в частности, у вас сохраняется в школе, это я знаю точно. Потому что и ребятишки стремятся, с радостью идут, это правильно заметили, вот это главный вот такой показатель, да. Но с другой стороны, я по какому поводу волнуюсь? Скажем, вот как раз был бы очень важно зафиксировать ваш опыт, как вы выживали в 90-х годах и сохранили вот эту этнокультурную составляющую. Вот там и энтузиазм, да, и ну, какая-то, я бы сказала, жертвенность педагогов и так далее. Но ведь сами технологии, они же складываются годами. Да, и вот технологии, можно было бы как-то вот это все обобщить и представить именно Я вот поняла, я вас на базе услышала. вашей школы. Давайте мы... Заслуживает вот этот опыт у вас. Еще раз я с Еленой Яковлевной переговорю и с Мариной Алексеевной, как с руководителем наших учителей хакасского языка, по данной проблеме. И, может быть, и они заинтересуются, что у нас есть сегодня, и что можно было бы в этом направлении Ну, сделать. инновационные, так скажем, проекты у вас там работают с Кушевой. Да, это правда, есть такой Вот это момент. можно было вам Хорошо, очень обобщить. я Это поговорю в с качестве, нашими так сказать, учителями. предложения. Да. Спасибо. Нет больше вопросов. Спасибо за внимание. Пожалуйста. Вот у вас вот в рамках вот этого поликультурного воспитания, обучения, у вас уже столько детей, хакасские национальные праздники календарные, общешкольные, например, проводятся чилпазы всей школы. Да, проводится. Я сказала, Всей что школы, да, Ну, проводится. я тогда не поняла, значит. Вам надо Да. СМИ приглашать, чтобы... А мы очень часто СМИ приглашаем. Они выступают, я с Вы вами знаете, согласна. мы почти каждый месяц мелькаем на экранах нашего городского чаще телевидения, канал ТНТ. У нас очень часто бывает и Хабар канал, и газета, и хакасское телевидение. Мы редкий месяц где-то не показываем свою деятельность. К нам очень часто СМИ Теперь у наведываются. вас в школе работает Балачина Татьяна Николаевна. Да, прекрасно. Это, да, она вот у вас ведет, наверное, если кто не знает, она раньше жила в Орджоникидзевском районе. Да, она может исполнять хакасские песни и все прочее, хаем. Это Да, женщины очень редко, девушки. Но вот я думаю, что ее вам надо использовать во всех. Я очень рада, что я ее приняла на работу. Она работает у нас с 1 октября этого года. Переехала вот она в Абакан. Выпускница она музыкального колледжа. Ну, вот, видите, Джазовое у нее образование, джазовое отделение. И, конечно, это самородок. Это просто вот такой талант. Она сейчас, извините, я вас перебиваю, на республиканском конкурсе «Пою тебе, моя Хакасия» стала финалистом, заняла 3-е место из 22 участников. Голос Хакасии. Вот. Но там, конечно, ее слушать, это просто мурашки по коже. Так она не только, ведь она у нас сейчас педагог доп. Образования. Она организовала группу и девчушек подобрала там разного возраста, да, обучает их, там и русские девчонки, и хакасской национальности девочки. И у нас они поют так, вот за эти буквально месяцы, она с октября только работает. Я очень рада, что приняла ее на работу. И вот я что еще хочу сказать, после ее ухода Новомарьясовский хор поблек. Я ей скажу, ей будет приятно. Будет приятно ей это слышать. Здесь она не показывает. Да, я спрашивала, в смысле, смотрела трудовую книжку, она мне сказала, что была руководителем хора, зато мы запели. Любовь Ивановна, еще очень кратко я хочу спросить.